У нас в руках издание, казанское издание. Эта книга была издана в 1902 году. В 1902 году издавал ее известный шейх Алимджан бин Мухаммаджан аль-Баруди. Откуда мы это знаем? То есть книга была издана, он сам ее проверил, исправил все ошибки, затем привел в начале книги свой санад. Что такое санад? Многие слышали. Это сильсиля, это его цепочка от самого шейха Алимджана Баруди до автора этой книги, что подтверждает, что эта книга достоверным путем дошла до нашего великого татарского богослова. Он ее проверил, как она должна быть, и напечатал в таком виде. На самом деле казанские издания, они очень ценные, они очень, к сожалению, они очень редкие. И вот даже шейх Аллама Каутари в своей книге про имама Хусну Такады, Фисира Абу Юсуф Кады, о имаме Абу Юсуфе, он пишет, что Матбуатуль Казания, книги, изданные в Казани, они ценнее и их труднее найти, чем рукописи всего исламского мира. И дальше он продолжает: о, если бы появился кто-то, кто бы переиздал их вновь. Настолько важны эти книги. И даже мы вспоминаем вопрос, когда вопрос касался книги Фикхуль Акбар имама А'зама Абу Ханифа Ну'ман аль-Куфи, рахимахуллах. И в последующих изданиях там появилась ошибка. Там два раза идет ма, одна ма – это для того, чтобы отвергать. Вопрос касался родителей пророка, саллаллаху алейхиссалям, веры родителей в пророка. Верили они или нет? То есть они ахль фатра, они жили до того, как пришел Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, в качестве пророка. И этот вопрос, он как бы разобран в исламских книгах. И вот Фикхуль Акбар как раз говорит, что «Валида Расулиллахи ма мата аляль куфр». Они не умерли в неверии. Мы не говорим, что они умерли в неверии. И вот именно Алляма Каусари ссылается на казанское издание, потому что это более древнее издание, его очень хорошо проверяли казанские ученые, и в нем не должно быть ошибок. Поэтому, проверяя современные книги, использовали книги татарских богословов. Они потому что старые, они древние.